Всероссийская перепись населения – важнейшее событие десятилетия. Это сложный и масштабный проект, подготовка которого началась сразу по завершению предыдущей всероссийской переписи 2010 года. Жители, которые постоянно проживают в России, более года ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве и 10 вопросов о жилищных условиях. Те, кто проживает в стране временно менее года, ответят на 7 вопросов сокращенной формы листа. Те задачи, которые стоят перед нами, органами статистики, это привлечение, наем персонала, обучение его, актуализация до момента, подготовка всего планшетных компьютеров, загрузка базы, привязка их к участкам. И согласно оргплану, который утвержден, мы должны эту работу провести и с 1 по 3 апреля провести обучение всего персонала и уже приступить с 4 апреля к переписи. Другая часть задач лежит на Минэкономике региона. Это предоставление более 150 участков транспорта и услуг связи. Главное отличие нынешнего проекта от переписи прошлых лет – электронный формат. Это, в свою очередь, применение отечественных планшетов для переписчиков. Их регион получил больше 1200. Они позволяют непосредственно заносить данные в базу, а также определить геолокацию переписного персонала. В этом году участие в проекте возможно дистанционно через портал госуслуг. И третья корректировка – сроки проведения. Если ранее перепись населения проходила в течение 2 недель, то сейчас целый месяц. Изначально перепись была запланирована на октябрь месяц, с 1 по 31 октября 2020 года. Но сложившаяся в мире и в России в том числе эпидемиологическая обстановка в связи с ковидом, к сожалению, внесла коррективы, и было правительством принято решение о том, чтобы перенести перепись на апрель месяц для того, чтобы обеспечить все-таки безопасность и населения, и переписного персонала, который будет осуществлять перепись. В Ингушетии переписной персонал составляет более 1400 человек с учетом резерва. Основная цель проекта, помимо точной цифры численности населения, это оценка динамики изменения этих показателей за несколько лет, а также информация о социально-экономической картине в стране. Условия жизни, социальная сфера, доступность инфраструктур, доходы населения не в том смысле, каковы их доходы, там размеры, этих вопросов не задаются, а просто это заработная плата, либо из подсобным хозяйством, либо он пенсию получает. Вопрос такого характера, поэтому бояться этого не надо. Мы не ищем источников дохода, мы просто спрашиваем, за счет чего живет население. Чтобы сформировать картину в целом по стране, узнать ситуацию и конкретно в каждом субъекте, какова сложилась демографическая ситуация. Волноваться о конфиденциальности не стоит, говорят в федеральной службе. Все данные обезличены. Об итогах всероссийской переписи узнать можно будет в декабре следующего года. Также напоминаем, что стать переписчиком может каждый совершеннолетний гражданин. Достаточно обратиться в местную администрацию или непосредственно в офис управления статистики. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.